На каком этапе сейчас дошкольное образование? Карлыгаш, это часть меня, наверное. Куда мы пришли? Формируется будущее. Перестать сидеть в телефонах и развиваться развитием своего Я ребенка. с вами абсолютно согласна. Да. У нас в Казахстане было порядка 12 тысяч дошкольных организаций государственных. Это были типовые. Все это адаптируется, тестируется и передается в другие образовательные детские сады, простые детские сады. Да, пожалуйста. Давайте хотя бы на час забудем о телефонах и переключимся на наших детей. Мы изучили, мы посмотрели, мы опробировали, мы внесли какие-то свои элементы, где родитель мог бы четко отслеживать, что должен знать и уметь ребенок в определенном возрасте. И это очень важно. Наверное, может быть, нам в будущем даже как-то создать школу какого-то молодого родителя. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами в гостях гость, с которого в буквальном смысле начинается детство. Не просто руководитель, не просто директор, человек, чье имя уже давно является синонимом качества и перспектив в системе дошкольного образования Казахстана. Она стоит у истоков уникальной философии, которая называется Карлыгаш. Это не просто детский сад, это пространство, где формируется мышление ребенка, где создается характер ребенка, место, где формируется наше будущее. Сегодня мы поговорим о новых методах воспитания в дошкольной системе образования Республики Казахстан. Но в центр мы хотели бы все-таки вынести личность женщины, педагога, управленца. И у нас в гостях директор сети детских садов Карлыгаш медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан Гульшат Онланбековна. Добрый день, уважаемые зрители. Спасибо большое за ваш интерес ко мне, к моей персоне на сегодняшний день. Да, на сегодняшний день я являюсь директором сети детских садов Карлыгаш. Карлыгаш, это часть меня, наверное. На сегодняшний день Карлыгаш – это то место, где, как вы и сказали, формируется будущее. То место, где сосредоточено самое святое и сокровенное – наши детки. Дети, которые смотрят на нас и ждут, что же будет сегодня нового, мы их чему научим, что сегодня произойдет в этом мире такого, чего они еще не знали, что для них откроет сегодня детский сад. Очень приятно присутствовать сегодня с вами. Спасибо за приглашение на сегодняшнее интервью. Гульшат Онланбековна, спасибо большое, что вы пришли сегодня, уделили нам свое время, нам очень приятно. И я думаю, что это важно для тех, кто будет смотреть этот подкаст, потому что мы сегодня хотим получить максимум информации. И в первую очередь, конечно, о дошкольном образовании спросить, насколько оно сегодня развито в Казахстане, что было 10 лет назад, когда-то, да, когда мы все равно образование, оно у нас было на каком-то этапе. На каком этапе сейчас дошкольное образование? Куда мы пришли? Спасибо за ваш интерес, в первую очередь за ваше внимание, да, к системе дошкольного образования. Дошкольное образование в стране, наверное, это самый ключевой, самый важный этап, на который, может быть, на сегодняшний момент еще недостаточно уделяется внимания, в силу того, что большую ответственность, конечно, за воспитание на сегодняшний день несет родитель на себе. Но система дошкольного образования и вообще министерство, вся страна на уровне президента этот вопрос все чаще и чаще затрагивается, ощущается и понимается уже со стороны государства видение того, что именно дошкольное детство является самым важным периодом. Потому как, да, в течение многих лет основной упор в системе образования вообще делался на систему среднего образования, согласитесь, да, потому что очень много реформ произошло, очень много изменений в системе именно среднего образования произошло. Дошкола у нас как-то все равно оставалась в стороне. Если за период становления Казахстана как суверенного, да, вот за наши 30 лет основное место мы уделяли в системе дошкольного образования именно охвату детей. Главной задачей было охватить все большее количество детей. Если вы вспомните такой момент, что на момент развала вообще Советского Союза, да, вот у нас в Казахстане было порядка 12 тысяч дошкольных организаций государственных. Это были типовые
дошкольные организации, в которых воспитывается, практически, можно сказать, каждый ребенок. Да? У нас не было такой большой проблемы именно с охватом детей. В момент развала мы все пережили этот, наверное, страшный момент, когда дошкольные организации закрылись, у нас не было в государстве ни денег на содержание дошкольных организаций. И произошло самое ужасное, когда мы начали терять здания. Вы все знаете, да, практически основная масса дошкольных организаций была приватизирована, здания, да. Вопросу охвата детьми тогда никто не занимался. И вот в стране была в свое время принята программа «Балапан», которая была направлена именно на охват детей. Тогда вопрос был охвата детей от 3 до 6 лет. Но постепенно мы начали отходить от того, что мы только уделяли основное внимание охвату детей. Сейчас, когда государство это поняло, и люди это поняли, да, начали массово открываться, вы знаете, частные дошкольные организации у нас в стране. Практически, вот если уделить внимание статистическим данным, то из тех более 11 тысяч дошкольных организаций, которые существуют у нас в стране, основная часть, это более 6 тысяч, порядка 7 тысяч, это частные дошкольные организации. То есть люди начали понимать, видя, что дошкола, государство не может вытянуть, да, все вот эти вот проблемы, профинансировать строительство, охват детей, в это включился и бизнес, да, который стал помогать, начали массово открываться дошкольные организации, люди начали этому уделять внимание. На сегодняшний день целенаправленная политика идет уже на государственном уровне, что мы должны обеспечить детей дошкольным образованием, потому что именно в дошкольном возрасте формируются основные навыки, основные понимания. То, что мы заложим в детей, практически это подтверждают и все международные, и самые выдающиеся исследования, которые были проведены в области дошкольного образования, что основной мозг ребенка, основные его навыки, основные его убеждения, скажем, в будущем, да, которые сформируются в нем как личности, формируются до 3 лет. До 5 лет, вот до 3 лет формируется 70% мозга ребенка. До 5 лет уже формируется 90% мозга ребенка. И то есть на всю нашу практически оставшуюся жизнь у нас остается 10%. И вот все чаще люди стали задумываться о том, туда ли мы действительно сейчас вкладываем основные деньги. И это подтверждают все исследования. Это подтверждает каждый ребенок, которым занимались в дошкольном детстве, практически мы видим, да, насколько это в будущем личность, которая себя проявляет. Все международные исследования, и ПИЗа, которые проводятся межстрановые, и ТИМС, еще раз, там же не только идет вопрос тестовых заданий, да, там есть еще своеобразные анкеты, да, которые сопровождают эти тесты. И когда наши школьники, участвующие в этих исследованиях, отвечают на эти анкетные вопросы, педагоги, родители и все прочее, мы видим именно тот факт, что если ребенок посещал дошкольную организацию, этот ребенок показывает более лучшие результаты. Поэтому, уважаемые родители, все, кто меня слышит, все мои знакомые и все наши зрители, я хочу вас даже призвать к тому, что надо обязательно заниматься ребенком, надо обязательно уделять максимальное время именно в этом возрасте. Мы должны понимать, что дети – это наше будущее. И насколько мы сегодня с ними, насколько мы можем понять, насколько мы хотим понять и увидеть в будущем личность, мы должны сегодня быть с ним рядом, на его уровне, спуститься, замедлиться, увидеть реальные проблемы детей. Поэтому дети – это наше будущее. И это не просто пафосные слова. Это то, что действительно будет завтра с Казахстаном. Перестать сидеть в телефонах и развиваться развитием своего ребенка. Я с вами абсолютно согласна. Да. Это первое, то, о чем я всегда пытаюсь убедить наших родителей, что, пожалуйста, давайте хотя бы на час забудем о телефонах и переключимся на наших детей. Поговорите просто с ним, посидите с ним, поиграйте с ним, и вы увидите, сколько счастья и доверия будет в глазах ребенка, когда ты для него и он для тебя самое главное. Не то, что происходит в мире чужих людей, да? Не то, что происходит в социальных сетях. Это все
проходящая информация, которая, ну, может быть, где-то боком, косвенно как-то касается вас, а рядом с вами сидит человек, который полностью зависит от вас, который очень хочет получить ваше внимание, который очень хочет просто поговорить с вами, просто пообщаться, просто от вас получить кусочек внимания, тепла, заботы и понять именно в этот момент, что он самое главное для вас. А это очень не хватает нашим детям. Вот классная информация на самом деле. Но скажите, вы говорите, что нужно закладывать в первые 3 года самое важное в ребенка. Что именно? Что мы должны заложить? Самое важное в первую очередь – это уметь услышать ребенка и поговорить с ним, увидеть и услышать то, что в ребенке сейчас, какие процессы происходят. Да? То есть мы, если возьмем уже по возрастной психологии детской, да, в каждом возрасте, да, есть определенные нюансы. Вот сейчас, допустим, у нас в Карлагаш мы создаем специальную рубрику для родителей, где родитель мог бы четко отслеживать, что должен знать и уметь ребенок в определенном возрасте. И это очень важно. Наверное, может быть, нам в будущем даже как-то создать школу какого-то молодого родителя. Да? Раньше что-то подобное пытались создавать, но именно простым, доступным языком. Чем должен владеть ребенок в определенном возрасте? Да? Допустим, в такой-то период он должен начать там двигаться, там-то он должен начать улыбаться, в такой-то период, ну хотя это и ведут медицинские организации, но именно с педагогической точки зрения, где не упустить, чтобы ребенок начал гукать, где не упустить момент, когда он начинает гулить. Вот зачастую мы сейчас вот сталкиваемся с такой проблемой, что наши детки поздно говорят. Ну, наверное, это актуальная проблема для всех, потому как основная масса детей сегодня сталкивается именно с проблемой речевого развития. Что этому влияет? Что способствовало тому, что наши детки начали поздно говорить? И, скорее всего, здесь вот одним из таких нюансов выступает тот момент, что дети больше сидят на телефонах, дети больше сидят в гаджетах, дети слышат разную речь, зачастую очень быструю речь. Почему вы зачастую слышите, наверное, как детки говорят, и непонятно, что говорят. Они говорят что-то на своем языке. Почему это происходит? Потому что ребенок на экранах, пусть это будет в гаджете, на телевидении, эти мультфильмы очень быстрые, скоростные. Да? Это речь очень быстрая. Да? Зачастую есть родители, которые не понимают, почему ребенок говорит на русском, на английском там, или на казахском. Казалось бы, семья, которая вот все говорят на казахском, а ребенок заговорил на русском. У меня у самой была такая практика, когда племянник... У меня у братишки тройня. Родилась тройня. Вот. Все вместе они пошли буквально там с 1,5 лет в детский сад. Они посещали казахскую группу. 2 девочек говорили спокойно на казахском. Мальчик очень долго не говорил. Мы не могли тоже понять причину, да? Хотя, казалось бы, и мама педагог, да, и бабушка там педагог, и все вокруг, и все говорили на казахском, старались уже изначально прививать знания детей языка, понимание. Но ребенок не говорил. Мальчик долго не говорил. Почему? Никто не знал причины основной. Ну, тогда, возможно, и в силу молодости, что родители помоложе. Но в группу пришел мальчик, который говорил на русском. И оказалось, что ребенок спокойно с ним заговорил на русском языке. И даже вот эта вот ситуация у нас и сейчас сложилась, что девочки учатся в казахском классе, а мальчик учится в русском классе, потому что ему оказалось легче освоить русский язык. Почему? Потому что ребенок с детских лет слышал, вот скорее всего, мы предполагаем в каких-то гаджетах именно речь на русском языке. Но мы не говорим, что надо вот не учить. Ребенок говорит, удобен ему этот язык, пусть он говорит на том языке, на котором ему легче и удобнее. Но родителям все-таки основное внимание, еще раз не отходя с основной темы, я хочу говорить, чтобы родители просто чувствовали своего ребенка. Не надо ребенка ломать и перестраивать. Не надо ребенка направлять на то, что хочет видеть родитель. Вы видите, что ребенок больше интересуется, там, я не знаю, живописью, да, ему легче рисовать. Пусть он рисует. Этот ребенок, наоборот, конструирует, тот танцует, третий поет. Бога ради. Любое направление, которое интересно ребенку, родитель должен увидеть, почувствовать и поддержать. И самое главное, замедлитесь, спуститесь в тот режим ребенка. Вот интересно ему играть, играйте с ним. Вот зачастую родителям, даже которые посещают наши дошкольные организации, я прям прошу на родительских собраниях, просто когда вы едете домой,
разговаривайте с ребенком, разговаривайте, узнавайте, что он нового узнал, с кем он сегодня играл, а как отношения у него складываются с его друзьями, что интересного произошло такого, чего он до этого не знал. Да? То есть родитель должен просто включиться в жизнь ребенка, и это будет очень важно. Ребенок запомнит именно это. На всю свою жизнь ребенок запомнит именно твой разговор. Вот этот контакт с родителем, да, как его обнимали, как его любили, как с ним разговаривали. И это в будущем он перенесет на свою семью. Поэтому, дорогие родители, любите, самое главное, любите своих детей. Любите, умейте их слышать, видеть, умейте видеть их интересы. Это мой самый главный призыв в этой жизни. Давайте любить наших детей. Смотрите, любить – это классно, но сейчас я поняла одну вещь, что ребенок формируется не только благодаря педагогам, да, вот в детских садах, не только благодаря родителям, но еще и под влиянием сферы внешней. Вот, поэтому в этом процессе, я так поняла, участвует очень много факторов, очень много людей. Вот. Как сделать так, чтобы внешние факторы были минимизированы, чтобы ребенок получал самое лучшее и получал меньше негатива из внешней среды? Ну, это, учитывая, конечно, наше время, практически ограничить ребенка от всего внешнего воздействия мы не можем. Но в сети своих дошкольных организаций мы, например, стараемся всегда создать для ребенка такую среду, которая ему было бы интересно. Сейчас вот наши дошкольные организации как раз тоже выстроены в соответствии с международными стандартами, которые разработано было институтом. И сейчас начинается применение и в Казахстане ECERS, да, технологии ECERS, где вся зона детского сада, группы, да, открытая. Ребенок любой уголок себе может выбрать и по своим интересам играть. Хочется ему сейчас там рисовать, он в этом уголке рисует. Хочется ему играть там какие-то ролевые игры, он играет в эти ролевые игры. Во всех холлах наших дошкольных организаций практически созданы, да, это сейчас технологии как раз, которые проектируется и на все дошкольные организации, да, то есть ранняя, скажем так, профориентация. То есть ребенок, мы уже можем видеть, что ребенку интересно, какое направление он выбирает, где ему интереснее работать. Но для этого мы стараемся максимально создать все зоны, чтобы ребенок выбрал интересную зону. Для того, чтобы ребенка изолировать от всей внешней среды, вы, конечно, тоже со мной согласитесь, что это практически невозможно, но для этого должна быть взаимная работа родителя, дошкольной организации. Мы у себя создадим условия, максимально изолируем от всех соцсетей, телефонов, гаджетов и всего прочего, да? Но это же должен делать и родитель. То есть надо обязательно продумать, куда ты поведешь ребенка, в какой среде он будет, с кем он будет общаться, да, в этой среде. Стоит ли его вести там в такие парки развлечений, где только компьютерное что-то представлено? Мы не говорим, что надо от всей цифровизации его отвлечь, нет, но уметь в правильное русло направить. У нас в дошкольной организации также мы применяем у себя в детских садах, у нас есть интерактивные стены, где также игры, которые на основе, опять-таки, интерактива, да, созданы с помощью проекции, дети играют, и там более 250 игр в каждой стене интерактивной, да. Детям это интересно. Нужно найти такое, что будет детям интересно, и то, что несет в себе положительное. Никогда нельзя забывать о том, что в первую очередь мы должны думать о воспитании будущей личности. Не просто какую-то игру играть, да, а уметь направить ребенка в то русло, в которое ему интересно, но в то же время, которое будет нести обязательно какой-то положительный элемент в его развитии, в его будущее. Поэтому вся среда дома должна быть продумана. Если мы покупаем игрушку, то это должна быть игрушка, которая развивающая для ребенка и несет какой-то действительно положительный эффект. Читаем книжку, то мы должны не просто прочесть, да, и отложить книжку в сторону, а понять, что понял из этого ребенок. Заострить внимание на тех моментах, которые действительно несут в себе
положительные элементы, да, положительный поступок героя, да, который он совершил, помог кому-то там или еще что-то в этом роде. Именно на этих моментах нужно заостряться. Мы должны с детских лет ребенку прививать понятие, что хорошо, что плохо. Да? Наверное, я сейчас не открою никаких истин. Все эти моменты уже... Педагогика – это практически классическая наука, которая редко что-то в ней кардинально можно поменять. В основе все те основы, которые есть, мы знаем, да, на развитие ребенка, на его формирование, становление всегда сказывается 3 вещи, 3 кита. Это воспитание, это среда, это наследственность. Поэтому наследственность – это то, что ребенок уже получил, воспитание – то, что мы с вами сейчас можем создать, и, конечно, внешняя среда. Хотим мы, не хотим, она будет влиять, но правильно подкорректировать ее, направить ее – это уже зависит от нас с вами, от взрослых. Ну, у ваших детских садов есть своя какая-то уникальная философия. Расскажите? Ну, это да. Наши детские сады выстроены самым главным элементом, на что мы, или идеей нашей философии, это любовь, это понимание ребенка. Что интересно каждому ребенку сейчас, что каждый ребенок для нас ценен, важен, чтобы он отсюда, с детского сада, ушел, понимая, что он здесь нужен, что его здесь любят, что это его второй дом, куда, практически мы говорим второй дом, да, дети находятся основную часть времени, именно светового дня, да, в детском саду. Как и мы на работе. Да, с 7:30 до 7:30 вечера ребенок находится в дошкольной организации. Он должен здесь чувствовать комфорт, он должен здесь чувствовать любовь, он должен здесь чувствовать полную привязанность. Да, и вот действительно для нас лично для меня главный показатель, что да, это интересно, это хорошо, это когда дети не хотят уходить из детского сада. Вы знаете, бывают моменты, когда ты идешь и видишь, как ребенок плачет, что случилось, что с родителем находясь, он не хочет уходить. Я еще хочу остаться, я еще хочу играться. Это главный, знаете, такое мерило, показатель того, что да, мы идем в правильном направлении, что для нас важно состояние ребенка, важно то, что ребенок здесь ощущает. Потому как сейчас все-таки, это моя, наверное, личная позиция, что в первую очередь любовь и уважение к детям. Дети должны это чувствовать. Они должны чувствовать, что их здесь любят, что им здесь рады, что здесь их уважают их мнение, прислушиваются к их мнению и поддерживают его. Я сейчас слушала вас и поняла, что мне в детстве нужен был такой садик. Всем нам нужен был такой садик, да. Я, знаете, хотела спросить, как вы вообще пришли к созданию этих детских садов? И вопрос, наверное, который интересует всех, почему он создан на базе медицинского центра? Это имеет какую-то связь? Ну, знаете, вообще философия детских садов Карлаш, я не стояла у истоков, я вот пришла, да, уже практически, я не скажу, что она готовая, да, но это уже был сформированный бренд, бренд Карлаш, который был открыт при медицинском центре управления делами президента. Вообще идея и философия того времени была для того, что, вы знаете, да, столица переехала в Астану, переехала практически вся госслужба, да, у нас очередность дошкольных организаций огромная, и для того, чтобы обеспечить стабильную работу аппарата всех наших госорганов, да, это дошкольные организации, которые были созданы для того, чтобы именно обеспечить работников, служащих государственных органов, центрального аппарата местами в дошкольных организациях, потому как это огромная армия людей, которые практически допоздна находятся на работе, да, с утра до вечера, и на них огромная ответственность и миссия как раз-таки, да, в рамках становления нашего государства, это нормативные документы, это обеспечение бесперебойной работы, всей системы, всех направлений. Поэтому данные дошкольные организации в качестве поддержки государственных служащих были организованы. Первая
Карлыгаш наш, первый объект был открыт 15 лет назад. Кстати, да, в этом году нам 15 лет. Поздравляю. Это первая дошкольная организация, которая когда-то была открыта как в далекой степи, практически пустой, вокруг ничего не было. Да, это был первый Карлыгаш. Вот вчера буквально один из отзывов родителей, который меня, знаете, очень обрадовал, выпуская уже, оказывается, наш Карлыгаш 4-го его ребенка выпускает. То есть человек, да, уже девочка 4-я выпускается с Карлыгаша. У него была огромная благодарность. Он сказал, это уже мой 4-й ребенок, и все дети учатся в Дарын, все дети показывают колоссальные такие показатели в своем развитии, да, это отличники учебы, участники всевозможных международных олимпиад. И девочка наша вот этого года, выпускница, тоже пошла поступать в школу. Ее буквально протестировав в школе, определяют, что уровень ребенка, практически по подготовленности к школе уже соответствует уровню второклассника, да, то есть ребенок и читает у нас огромное внимание каждому ребенку, знаете, и детские сады Карлыгаш – это именно те детские сады, которые стараются закрыть боль родителей. Не может родитель своевременно, да, сводить куда-то на кружки. Вы же понимаете, вся госслужба, она практически занята целый день. Мы открываем кружки. Какие? По всем направлениям в детском саду мы создаем кружки. У нас, начиная буквально от шахмат, любой игры и заканчивая теннисом, английскими, всеми кружками, дети тут же получают в детском саду вот такую, получают дополнительное образование. Философия и основная приверженность. Сейчас у нас, допустим, 3 детских сада, 750 мест. Это проектная мощность дошкольных организаций. На сегодняшний день мы охватываем 869 детей. Да? То есть мы берем на себя определенную ответственность, да, для того, чтобы стараться максимально охватить детей. Но вместе с тем у нас также есть своя очередность огромная, да, которая до сих пор. Почему при медицинском центре? Потому как, знаете, все-таки сейчас мы опять-таки, и это, наверное, наша фишка в том, что мы были созданы при медицинском центре, это помогло нам усилить работу именно в направлении оздоровления и профилактики заболеваний детей. Вы знаете, сейчас детки у нас рождаются практически, да, достаточно ослабленные. На это влияет очень много. Это и экология, это и продукты питания, это и опять-таки то, что дети мало двигаются, да, практически это все влияет на здоровье ребенка. Именно в наших дошкольных организациях мы имеем возможность заниматься вопросом оздоровления детей. У нас есть врачи-педиатры, медицинские сестры, которые проводят ежегодные чекап-обследования детей. Да? То есть у нас есть специальное оборудование, которое позволяет нам выявлять и раннюю диагностику осуществлять детей. Где-то снижение зрения, значит, мы работаем, да, над этим показателем. Где-то, если у нас происходит, что мы видим изменения в осанке, то, значит, тоже у нас мы можем это выявить, и ведется целенаправленная работа. Возможно, где-то у нас проблема возникает, что с каким-то еще направлением аллергозность, да, вы знаете, сейчас очень много детей аллергетиков. У нас очень много детей сейчас со всевозможными отклонениями в развитии и в здоровье. Самое главное, это все мы выявляем на ранних этапах, направляем родителей, ведем сами этих детей и помогаем, консультируем родителей, куда лучше обратиться, да, на что обратить внимание, к какому врачу сходить, где просмотреть, где не упустить возможность и моменты в развитии ребенка. И, наверное, это большая наша фишка, наш плюс, что мы имеем, и созданы мы были именно при медицинском центре управ делами президента, чтобы иметь для наших детей вот такую возможность, да, потому это же опять же, я говорю, возможно, я уже повторюсь, но это опять-таки родители госслужащие, которым практически некогда ходить по поликлиникам, стоять в очередях, водить своих детей. Здесь мы можем первичную диагностику провести, первичную профилактику провести, первичные выстроить там определенную схему, график лечения. И этому всему способствуют наши врачи-педиатры, которые есть у нас на объектах. То есть вы еще
помогаете таким образом Министерству здравоохранения? Да, практически мы работаем, так как мы ведомственная организация, которая при управлении делами президента, мы однозначно, мы не игнорируем никаких требований ни Министерства здравоохранения, ни Министерства просвещения. Все нормативные документы данных госорганов мы также выполняем, но мы, благодаря тому, что мы при медицинском центре, имеем возможность усилить какие-то определенные свои направления работы. И это дает свои результаты. Это классно, это классно. Я просто как человек, который работал в системе здравоохранения, я понимаю, насколько это даст положительный эффект в будущем, с учетом того, что мы сможем снизить тот же сахарный диабет, тоже ожирение и те же заболевания, как сердечно-сосудистые заболевания, выявлять ранее, да, на ранних стадиях и, собственно, своевременно лечить. Скажите, а сеть детских садов по всему Казахстану? Где вы находитесь? Ну, на данный момент мы больше, все-таки мы находимся только в Астане, да, так как это была сеть, создана именно детский сад Карлагаш для государственных служащих центрального аппарата, то мы находимся в Астане. Но в наших планах, конечно, тоже есть открытие партнерских дошкольных организаций. Мы взаимодействуем с местными исполнительными органами, взаимодействуем с управлениями образования, с детскими садами регионов. Мы открыты, мы, так как являемся еще и плюс к тому центром компетенции при Министерстве просвещения, мы делимся своим опытом всегда. Мы приглашаем к себе педагогов республики на стажировки. Вот в этом году практически у нас педагоги всех регионов. Это более 3000 педагогов, которые прошли через наши дошкольные организации. Мы проводим всевозможные семинары, мы показываем наработанный нами опыт. Вместе с тем нами разрабатывается своя уникальная программа «Бастау», в которой мы усиляем определенные направления воспитательно-образовательного процесса. Да, мы придерживаемся государственного стандарта, да, мы исполняем требования типовой образовательной программы, но какие-то направления и виды деятельности, которые мы считаем нужно усилить, мы экспериментируем. Наша фишка в том, наверное, что, находясь в такой ведомственной подчиненности, мы можем экспериментировать. Мы не боимся внедрять что-то новое, да? Мы не боимся отойти от каких-то четких требований и регламента. Мы видим, что это дает результаты. Мы это апробируем, мы это укладываем в определенные методички, в определенный, скажем, там, формат и делимся этим опытом с регионами. Мы показываем свой опыт, к нам приезжают коллеги. Если они видят в этом интерес, то да, они готовы, мы им предоставляем эти свои программы. Пожалуйста, используйте. Пусть это будет во благо детям, пусть это будет во благо нашему дошкольному образованию. Мы не зациклены, на себе ничего не закрываем, мы с удовольствием распространяем тот опыт, который предприятие заработало за 15 лет своего существования. Наши педагоги за этот период 15 лет, они проехали много стран, они увидели многие интересные практики, методики. Все это мы адаптировали. Мы не взяли чисто, допустим, если у нас внедряется сингапурская методика, обучение языку или обучение математике, мы не взяли ее в чистом виде. Мы изучили, мы посмотрели, мы апробировали, мы внесли какие-то свои элементы. Да? Все-таки всегда нужно учитывать менталитет страны, менталитет народа, свои исконные, исторические какие-то определенные базовые, скажем так, ценности, которые есть у нас. Поэтому все это, пытаясь интегрировать, наши коллеги, у нас есть определенное управление, которое занимается разработкой образовательных программ. Оно это все суммирует вместе с педагогами через своих педагогов. Потом мы это апробируем со своими партнерскими дошкольными организациями, и только после этого мы можем предоставлять и предоставляем это всем дошкольным организациям. Пожалуйста, есть такое, смотрите, учитесь, если вы считаете, это вам нужно, берите и распространяйте у себя. Я сейчас правильно поняла? То есть в Карлыгаш формируются какие-то образовательные кейсы,
все это адаптируется, тестируется и передается в другие образовательные детские сады, простые детские сады. Да. Мы являемся центром компетенции Министерства просвещения, то есть таким большим, скажем так, ресурсным центром, который через себя пропускает эти новые методики, технологии, адаптирует и на все пространство нашей страны. В любой дошкольной организации вы это можете внедрять, вы это можете уже в готовом виде получить и внедрять у себя. Мне кажется, после такой информации сейчас самый главный вопрос у всех, не только у меня, как к вам зачисляются дети? Какой отбор? Что с очередью? Как вообще к вам попасть? К сожалению, к нам попасть все не могут, так как, опять же таки, мы же созданы именно для того, чтобы обеспечить государственные органы наши, центральный аппарат местами. Поэтому у нас точно так же, как в обычных всех детских садах, есть своя очередность. Каждый государственный орган формирует свою очередность. Ежегодно, так же, как и в любой дошкольной организации, у нас происходит выпуск детей. Соответственно, освобождаются определенные места. Эти места мы распределяем между государственными органами в зависимости от их потребностей. То есть каждый госорган формирует свою потребность. У нас для этого существует специальная платформа, это электронный детский сад, куда каждый госорган забивает свою потребность. Каждый родитель уже может сам зайти при рождении ребенка, поставить своего ребенка в очередь на получение места в нашей дошкольной организации. Каждый государственный орган видит свою очередность, потому что он знает своего сотрудника. Так или иначе он подтверждает, что этот сотрудник действительно является сотрудником данного госоргана. Их очередность создается своя по квотам, которые мы выделяем тому или иному государственному органу. Государственный орган просто подтверждает, и детки, также стоящие в очереди первыми, они попадают в дошкольную организацию. Это происходит так же, как и во всех дошкольных организациях страны. Вот сейчас практически период перед началом нового учебного года, август месяц, у нас идет массовое зачисление детей в нашу дошкольную организацию. Помимо этого, бывают моменты, когда в течение года родители перевели в другой регион, допустим, высвободилось место, мы это место не держим, мы практически сразу отдаем это место следующему ребенку этого же госоргана. То есть у нас вот такой процесс идет постоянно. Любой родитель, попадая в дошкольную организацию, так же, как и по всей стране, он оплачивает только услуги по организации питания, все остальное государство берет на себя. И практически детки к нам тоже ходят совершенно бесплатно. Гульшат Унламбековна, почему дошкольное образование? Почему выбрали именно эту сферу? Знаете, вообще, наверное, это все не так просто в жизни происходит. Я очень люблю детей. Вот знаете, не знаю почему. Все начинается с любви. Я не могу пройти мимо плачущего ребенка. Я не могу слышать, как кто-то где-то плачет. Вот работая во многих местах, так получалось, что у меня почему-то всегда, так или иначе, мой рабочий кабинет или мой дом находился рядом с детским садом. Даже сейчас я живу, и у меня с двух сторон детские сады находятся. Вот мой дом стоит между двумя детскими садами. Это все, знаете, наверное, от того, что, еще идет с глубокого-глубокого далекого детства, скажем так. Я родилась в семье, где оказалась первой внучкой. И со стороны своих, папины и мамины, я была первая внучка. Окруженная в этой любви выросла, где очень любили детей. И я могу сказать, что взрослые жили моим ритмом жизни. Мне повезло, что у меня бабушка, дедушка, все были рядом. И они всегда, плюс к тому, они не обращались ко мне как к ребенку. Я это до сих пор понимаю и ощущаю, хоть, возможно, была очень маленькой, что ко мне обращались как ко взрослому, со мной наравне, со мной считались, со мной. И даже так получалось, я начала говорить очень рано. В 1,5 года я уже придуманные письма, папа, если куда-то уезжал, писал, я сидела и читала дедушке эти письма, надуманный текст с листа бумаги. В детстве я всегда любила наблюдать, наблюдать за людьми, наблюдать за взрослыми. Я любила играть и любила воспитывать. Именно тогда у меня детьми были игрушки. Наверное, я их выстрою, всех посажу и начинаю чего-то им объяснять. В последующем, когда я пошла в школу, мне очень повезло, что у нас
учитель начальных классов Валентина Сергеевна, она была такой учитель, но это прям был и бог, и царь. Хотя я и в детский сад ходила, да, я очень хорошо помню детский сад, вот казалось бы, хотя бы совсем. Это было очень светлое, очень доброе. У меня до сих пор остались вот такие ощущения очень теплого, светлого, солнечного заведения, где нас воспитывали, где жили нашими интересами. И так получилось, знаете, что все равно жизнь сама, она как-то меня все равно подводила. Я никогда не думала, что я пойду именно в дошколу. Я думала, что я пойду в медицину, я думала, я пойду именно буду лечить детей, потому что я не могла видеть, когда детки болеют и делают уколы, это что-то. Но так как-то получалось, что все равно вот события 1986 года привели к тому, что я после 8 класса пошла в педагогическое училище. Выбор пал именно не на школьное отделение, а на дошкольное. Окончив 8 классов с отличием, вы знаете, да, нас автоматически зачисляли тогда. 4 года педучилища. И все равно вот этот вот возраст становления, у меня были еще какие-то колебания. Уйти куда-то в другую сторону или остаться здесь. Обучаясь в педучилище на 4 курсе, я параллельно училась еще и в другом училище, чтобы получить другой аттестат и пойти, допустим, в технологический вуз, да. Но какой-то момент или в медицинский утиль. Нет, я все равно, именно у нас открывается отделение дошкольного воспитания и обучения на базе вуза. И тоже, заканчивая педагогическое училище, я попадаю в этот вуз. В любом случае, как-то получилось, что я потом работала в системе высшего образования очень долго, практически до 2009 года. Я преподавала в вузе, я обучалась в аспирантуре, я не была в дошколе. Потом я попала в систему и практически создала создание системы повышения квалификации, вот именно УРЛЕО, нынешней системы, когда единое повышение квалификации по всей стране. 10 лет там, но это все равно где-то рядом с дошколой. И так получилось, что в какой-то момент, когда ты уже понимаешь, что 10 лет в одной системе, это, наверное, много в одном месте, да, и ты, а куда я хочу? Выбор пал все равно на дошколу. Да? Я пришла в институт раннего развития. Я поняла, что здесь, да, вот здесь вот меня привело туда. А с институтом я вижу, что практически то, что мы говорим, мы создаем очень много теорий, мы создаем очень много программ, но реализацию надо увидеть. Как то, что мы предлагаем всей стране, вот те методички, те программы, как это на практике работает. И одномоментно мой выбор пал, когда мне предложили попробовать здесь. Я сказала, да, я с удовольствием хочу опробовать. Я хочу, чтобы наши дети были счастливы. Я хочу, чтобы наши дети смеялись, улыбались и в детский сад шли с любовью. Не боялись, не плакали. Чтобы они знали, что это место, где их любят. И вот здесь в них вложили все по максимуму, так, чтобы завтра ребенок мог найти себя. Все-таки формирование будущего человека, такого достойного гражданина, да, который стремится к высшему образованию, который стремится сделать что-то хорошее, патриотическими какими-то, да, обладает качествами, на вас лежит большая ответственность. Чувствуется вот этот груз, ответственность, чувствуется вот это вот, что за вами стоит будущее поколение. Но когда ты идешь на работу, и ты идешь с любовью, идешь создавать, и ты видишь глаза этих детей, вот такой прям нагрузки особой какой-то ты не ощущаешь, да? Ты ощущаешь, что ты там, где ты должен быть. И я очень хочу, чтобы и наши все педагоги, в первую очередь, они шли осознанно в профессию, да? Они понимали, внутри, сердцем чувствовали, что это будущее. Это то, что ждет нас завтра. От каждого из нас, взрослого, зависит то, каким будет страна наша дальше, каким будет мир дальше, какими будут наши детки дальше и какая будет наша старость, как бы это банально ни звучало, да, зависит от нас, от каждого из нас, от того, что мы вложим в него сейчас и здесь. И это очень важно, чтобы человек, пришедший в эту профессию, пришел осознанно. Человек, который пришел этим заниматься, пришел осознанно. Самое главное, каждый педагог, не только педагог, вы знаете, у нас ведь на предприятии работает очень много людей. Это и помощники, воспитатели, это повара. Чтобы повара готовили пищу с любовью, чтобы
тот же дворник, который убирает и наводит порядок на территории, шел на работу с любовью и любил детей. Вы знаете, у нас на одном из объектов есть электрик, который запускает паровоз. Летом детки у нас катаются на паровозе. И дети его называют паровоз Агай. Вот у них ассоциация его и паровоза. Он с такой любовью это делает, что дети все, видя его везде, буквально где бы они в городе не... Это наш паровоз Агай. И с удовольствием к нему бегут, обнимают. Потому что дядя Степа, который им приносит радость. Да? И вот каждый сотрудник нашей организации должен быть, и вообще человек, работающий в системе дошкольного образования, он должен быть таким, знаете, светлым, душевным, открытым. И самое главное, он должен любить детей. Будут любить детей, будут уважать детей, будет все, получится все. Ребенок сам направит этого человека, который будет рядом с ним, этого взрослого, туда, куда должен будет вести его взрослый. Поэтому самое главное – уважение, любовь, свет, открытость, доброта. Это то, что является главными в нашей профессии. Поэтому вот мы вот такие, и особой тяжести груз ответственности, да. Ну вот прям груза от твоей работы, я думаю, наши педагоги не чувствуют, и вообще сотрудники дошкольных организаций. Вот если вы придете, вы увидите, что у нас есть всякие, но мы стараемся выстраивать свою работу так, что у нас юмор и строгость где-то сочетается, у нас жесткие требования, да, по отношению к работе, по отношению к исполнению, да, по отношению есть четкие регламенты, которые нельзя нарушать. Ну и у нас есть юмор, у нас есть творчество, у нас есть игры. Дети играют, вместе с ними играют взрослые. Практически вся жизнь, иногда кажется, что наши дети, вся наша жизнь проходит в игре. Но игра – это то, через что ребенок становится, проживает и понимает взрослую жизнь. Есть что-то важное, о чем мы сегодня не поговорили, но вам хотелось бы сказать очень коротко? Ну, наверное, все-таки самое главное, на что я всегда хочу обращать внимание, давайте жить временем ребенка, давайте жить интересами детей, давайте любить наших детей, и это в первую очередь обращение и к нашим родителям. Пожалуйста, ко всем, замедлитесь и спуститесь на уровень, темп жизни и понимания мира ребенка. Если вы поговорите с ребенком, от детей можно научиться очень многому. Дети знают и чувствуют, зачастую бывают, даже больше нас. Гульшат Онланбековна, очень классное интервью. Я думаю, сегодня очень многие получат важную для себя информацию. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли на наш подкаст. Спасибо большое, что поделились очень ценной информацией. Жалко, у нас очень мало времени, потому что хотелось бы задать больше вопросов. Друзья, я напоминаю, что с нами в студии был директор сети детских садов Карлыхаш медицинского центра управления делами президента Гульшат Онланбековна. Подписывайтесь на наш подкаст, смотрите. До свидания. Спасибо большое. До свидания.